Эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. О текущей эпидобстановке в регионе расскажет заместитель руководителя оперштаба Ольга Балабкина. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Об эпидобстановке в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На настоящий момент санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется 119 новыми случаями коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. На столицу города Якутск приходится 37 новых случаев. В основном это случаи из контактных лиц у заболевших ранее граждан города Якутска. В Мирнинском районе 26 случаев. К сожалению, несмотря на высокий темп вакцинации в Мирнинском районе, тем не менее, количество заболевших уже практически приравнивается к городским. И надеюсь, что все-таки оперативный штаб Мирнинского района усилит работу по соблюдению указа главы Республики Саха-Якутия о применении мер административного воздействия, направленных на нарушителей санитарно-эпидемиологического режима. Так как есть ряд позиций в именно Мирнинском районе, по которым непосредственно выявлены не контактные с очагов, а новые очаги на ряде организаций Мирнинского района. Хоть и небольших, но тем не менее. Связанные с тем, что после Нового года вышли на работу достаточно большое количество населения. Алданский район 12, определено граждан сегодня, зараженных в Нерюнгринском 11. В 11 районах республики фиксируется от 1 до 7 случаев. Необходимо обратить внимание на то, что стабилизировалась ситуация в Ивино-Бытантайском и Аймиконском районе, там, где ситуация была достаточно напряженной. За сутки в республике проведено 2533 исследования. Необходимо обратить внимание, что по сравнению с последними 2 неделями это достаточно высокий показатель. И он связан в том числе и с большим кругом непосредственно контактных лиц. А это значит, что вокруг за один раз заболевшего гражданина достаточно большое количество возникает контактных лиц. Помимо семей, это еще и, соответственно, предприятия. Поэтому еще раз обращаю внимание, в случае выявления в организации, на предприятии лица, заболевшего коронавирусной инфекцией, соблюдение всех требований, начиная от обработки помещения, заканчивая, соответственно, с выводом работников, которые контактировали на домашний режим, работы, удаленный режим работы, они соблюдают, должны сохраняться, они не то что они сохраняются и должны соблюдаться. Я уже обращала внимание, что сейчас нами основной задачей является вакцинирование. На территории республики сегодня вакцина должна была поступить. Ее поступление перенесено на понедельник. У нас на настоящий момент выполнено порядка чуть больше 50%. Вакцинировано исходя из той вакцины, которая поступила на территорию республики. Необходимо обратить внимание, что в лидерах по вакцинированию находится город Якутск, где уже провакцинировано 6101 человек, Вилюйский 615, Мегино-Кангаласском 669, в Нербинском 630, в Аймиконском 225. На настоящий момент те улусы, в которых уже непосредственно в полном объеме выполнены требования по вакцинированию, исходя из поступившей вакцины, также продолжают составление списков, исходя из того, что на вакцинирование может прийти любой гражданин, но, соответственно, определенные приоритеты будут отдаваться при составлении списков работникам тех, которые контактируют, и, безусловно, нашим пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями. К сожалению, меньше всего в небольшом количестве продолжают вакцинироваться в Кобяйском районе, всего 110 человек. И, соответственно, на настоящий момент не выходят из своего небольшого количества отвакцинированных в Усть-Алданском и Татинском улусах. На настоящий момент мы долгое время, в течение 2 недель, не могли отправить вакцину в связи с погодными
условиями в Абый и Алекминск. Сегодня в Абыйском и в Алекминском вакцина поступила. У нас в республике осталось еще 4 улуса, в которых из-за погодных условий вакцину доставить нам не удается. Тем не менее, учреждения здравоохранения работают над тем, чтобы непосредственно граждане могли записываться, и при поступлении вакцины сразу этот вопрос был решен. Моменты, на которые бы я хотела обратить внимание сегодня отдельно, еще раз, достаточно много в социальных сетях распространяется информации от имени различного рода неизвестных инфекционистов, анонимных инфекционистов, которые говорят о том, что перед вакцинированием в обязательном порядке сдача того или иного анализа на новую коронавирусную инфекцию. Такого требования не предъявляется. При составлении списков затем наши центральные районные больницы сверяют наличие человека в федеральном реестре непосредственно зараженных или переболевших, тех, кто попадался в поле зрения медицинских организаций. Также проверяют с точки зрения медицинского состояния и потом лишь только допускают к вакцинации. Поэтому все предварительные процедуры, соответственно, нашими медицинскими организациями проводятся. Это не требуется. И второй момент, на который я бы хотела обратить внимание. В ближайшее время будет решен вопрос о возвращении наших высших учебных заведений, средних специальных образовательных учреждений к режиму очного обучения. Будет определен график, и, соответственно, сегодня график будет доведен до родителей, и, соответственно, будут приняты ряд мер для того, чтобы усилить вакцинацию, в том числе и среди нашего студенчества. Поэтому на настоящий момент прорабатываются 2 вопроса. Это увеличение объема провакцинированных студентов и преподавателей, особенно преподавателей возрастных, для того, чтобы они могли вернуться в аудиторию. Второй вопрос связан с тем, что непосредственно сами по себе билеты, которые сегодня предусмотрены со скидкой, они у нас действуют до 1 февраля 2020 года. Учеба, безусловно, если очная будет, она наступит немного позже. На настоящий момент ведутся переговоры и решается вопрос о продлении срока для выезда студентов на льготных условиях. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба об эпидобстановке в регионе на 29 января. Сейчас переходим к выпуску новостей. В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы выпуска. Пожар в Алекминске оставил город без маршрутных автобусов, когда восстановят перевозки пассажиров. Оптоволокно для самых северных территорий региона. Глава Якутии и гендиректор Мегафона подписали соглашение о сотрудничестве. Впервые за 6 лет в республике повысилась рождаемость. Сколько малышей появились на свет в прошлом году? Пожар практически полностью остановил движение маршрутных автобусов в Алекминске. Возгорание произошло в стояночном гараже автопарка сегодня. Об этом информирует